Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим официальный курс валют на сегодня. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 72 рубля 57 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля 93 копейки. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Алмаз Эргейн-банк за 72,15, а продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 72 рубля 62 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Алмаз Эргейн-банка 83,45. Продает евро по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 83 рубля 95 копеек. МВД России совместно с налоговой и миграционной службами провели рейд по выявлению нелегально работающих иностранных граждан. По итогам рейда абсолютно все иностранные граждане не оплачивают налоги с доходов. При этом у большинства имеются трудовые договора, которые при проверке оказываются неэффективными. Ставка налога с доходов, поступивших в пользу иностранного гражданина из российских источников, составляет 30%. Нарушения сплошь и рядом. Вот, как показала проверка, ни одного случая, чтобы кто-то исполнял обязанности налоговых агентов, вообще не установлено. Кроме того, мы установили случаи, когда как раз-таки на объектах торговли доходы от реализации продуктов питания они получают на мобильные банки. То есть, минуя контрольно-кассовую технику, тем самым они занижают свои доходы, и, соответственно, опять же, налоги у нас патент они платят, упрощенку платят, и они их, опять же, платят в минимальных объемах. Правительство приняло решение провести с 11 октября по 31 декабря эксперимент по размещению цифровых документов об образовании в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечается в положении Кабмина, созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы и по его окончании будут удалены из реестра. Напомню, что 2 октября вступила в силу постановление правительства, в соответствии с которым организации высшего образования в 2021-2022 учебном году смогут проводить в дистанционном формате не только промежуточную, но и итоговую аттестацию. В Алмазном регионе уровень больных коронавирусом не снижается. По данным республиканского оперштаба, Мирнинский район входит в десятку муниципалитетов, где зафиксирован низкий уровень вакцинации. В Ленинском районе статистика тоже неутешительная. С чем это связано, разбирался наш корреспондент. Ее работа неразрывно связана с людьми. Ольга Петрова – директор гостиницы. Она не болела коронавирусом, но прививку сделала. Персонал тоже вакцинирован. Сфера обслуживания обязывает защититься. После прививки чувствовала себя хорошо, что после первого компонента, что после второго компонента. Первый раз привились мы, первый компонент получили 19 февраля, второй 19 марта. Сейчас уже 17 сентября мы ревакцинировались. Ревакцинировались уже 55 сотрудников Алроса на Ленской площадке. Всего с февраля вакцинировались 969 человек. Сотрудники медцентра отмечают рост заболевания среди сотрудников компании. Болеют в первую очередь те, кто отказался вакцинироваться. Человек, который впервые сталкивается с инфекцией, тем более имея в багаже какие-то хронические тяжелые заболевания, да, он заболевает и быстрее, и тяжелее. И случаи летального исхода, как ни страшно это говорить, да, они случаются чаще среди непривитых. Врачи-инфекционисты отмечают, коронавирус стал протекать тяжелее. Симптомы меняются. Сейчас с подтвержденным диагнозом 136 человек. Я нахожусь в стенах Ленской центральной районной больницы. Позади меня стоит очередь на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Но сначала их осмотрит врач. Время на вакцинацию ограничено с 14 до 16:00. На часах 14:30, и мы видим, что желающих становится все больше. Тем не менее, темп вакцинации от коронавируса снизился, отмечают врачи Ленской ЦРБ. Ежедневно прививку делают 10 пациентам, хотя в районной больнице хранится 4500 доз препарата Гам-Ковид-Вак. Людей пугает неизвестность. Медики говорят, надо бояться не прививки, а самой болезни. У нас идет какая-то странная подмена понятий. В соцсетях очень много идет информации о том, что прививка опасна. Но почему-то никто не говорит о том, что люди умирают от ковида. И в сентябре у нас умерло 9 человек.
Нынешняя осень гораздо сложнее прошлогодней. Теперь медикам приходится проводить сразу 2 прививочные кампании против коронавируса и гриппа. Это осложняет процесс, но только вакцинация способна остановить болезнь. Дарья Боискорова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Между тем, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Якутии продолжается. В указ главы республики от 30 сентября внесены изменения, согласно которым введены дополнительные ограничительные меры с целью сократить заболеваемость. Об эпидемиологической обстановке в Нерюнгри расскажет наш корреспондент Ирина Кичигина. Прямо сейчас она выходит с нами на прямую связь. Ирина, приветствую, передаю тебе слово. Здравствуй, Валерия. В октябре в Нерюнгри было запланировано много праздничных и спортивных мероприятий. Но когда с 1 октября, согласно указу, были отменены все спортивные, досуговые, культурные и прочие подобные мероприятия, нерюнгринцам пришлось остаться дома. Эпидобстановка с учетом коронавирусной инфекции и других вирусных респираторных заболеваний остается стабильно напряженной. Подробнее узнаем у главного санитарного врача Нерюнгринского района Сергея Воробьева. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые сограждане. У нас действительно обстановка на территории Нерюнгринского района остается стабильно напряженной. И даже несмотря на то, что отмечается определенный спад заболеваемости, регистрации заболеваемости новой коронавирусной инфекции, все-таки необходимо поддерживать все те необходимые мероприятия, которые бы позволили не допустить роста заболеваемости среди населения. Ну и в первую очередь это ограничение всех массовых мероприятий на территории района. Решение указа главы было подтверждено также решением оперативного штаба Нерюнгринского района. И на текущий момент все мероприятия массовые, которые предусматривались для проведения в октябре текущего года, они отменены и по оценки эпидобстановки будут переноситься на другие периоды. Также отмечается у нас стабильно напряженная обстановка и по респираторным инфекциям, хотя на прошлой неделе у нас отмечалось некоторое снижение, и эпидпороги по респираторным инфекциям по району не были превышены. Однако все мероприятия, которые предусматриваются в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и так далее, все проводятся в полном объеме. Была проведена санитарно-противоэпидемическая комиссия на прошлой неделе с привлечением всех заинтересованных учреждений и организаций по профилактике респираторных инфекций, по обеспечению вакцинации против гриппа и новой коронавирусной инфекции. И в целом определены направления по профилактическим мероприятиям по району. По-прежнему призываем граждан к проведению вакцинации, прохождению вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также против гриппозной инфекции, в связи с тем, что рост заболеваемости в целом по стране, по республике, он остается высоким и свидетельствует о том, что заболеваемость среди населения распространяется. И поскольку респираторные инфекции в целом, в том числе и коронавирусная инфекция, относятся в первую очередь к управляемым инфекциям, то есть к тем инфекциям, которые можно регулировать посредством применения специфической профилактики, такой как вакцинация. Эту профилактику нам и необходимо обеспечить для того, чтобы все население страны, республики и нашего района было защищено от этих инфекций. Какая возрастная категория заболевших в основном? В том-то и дело, что сейчас регистрируется заболевание среди всех возрастных категорий. То есть не уходят от заболевания ни взрослые, ни дети. И причем тяжесть течения заболевания среди детского населения по сравнению с тем, что было в начале периода, так сказать, по заболеваемости коронавирусной инфекции, оно начало изменяться в более тяжелую сторону. То есть дети уже болеют, в том числе с появлением пневмонии, признаков пневмонии с поражением легких до 25%. Спасибо, Сергей Александрович. Вот такие пункты вакцинации открыты сейчас даже в торговых центрах, поэтому в любое удобное время нерюнгринцы могут прийти и поставить прививку от коронавируса, а также в детской поликлинике, во взрослой могут получить прививку от гриппа. Поэтому берегите себя и не запускайте свое здоровье. Валерия. Благодарю, Ирина. Я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Ирина Кичигина.
Перейдем к мировым новостям. И для начала перенесемся в Южную Америку. Катандува и некоторые другие города в бразильском штате Сан-Паулу оказались на пути песчаной бури. Небо окрасилось во все оттенки оранжевого и коричневого цветов. По словам метеорологов, в этом явлении нет ничего необычного. Более подробно расскажет Сергей Берец. В минувшее воскресенье город Катандува в бразильском штате Сан-Паулу накрыла песчаная буря. Небо утратило свой обычный цвет. Пыль разносили по окрестностям резкие порывы ветра. По данным местного управления пожарной охраны, явление продолжалось в течение 20 минут. Обошлось без жертв и пострадавших. Журналист Марселу Надалон занят ликвидацией ущерба, нанесенного стихией его дому. Подул сильный ветер, потом стало холодно, и ветер усилился еще больше. Он валил деревья, снес спутниковую тарелку с дома моей матери. С крыши моего сдуло черепицу. Метеоролог Селса Оливейра не видит ничего экстраординарного в таком состоянии погоды. Оно типично для этого времени года. Начало сезона дождей в Бразилии всегда сопровождается мощными порывами ветра. Правда, именно в этом году мы столкнулись с ухудшением засухи. Почва не защищена, и ветер поднимает пыль в воздух. Но следует помнить, что усиление ветра, связанное с приходом дождей, обычное дело. Кадры, снятые очевидцами и камерами, принадлежащими бразильской службе наблюдения за состоянием климата, по мнению многих зрителей, напомнили фильмы о «Безумном Максе». А в Венеции начался сезон высокой воды. Уровень моря во вторник поднялся на 93 сантиметра, в результате чего большая часть площади Святого Марка оказалась затоплена, и пешеходам пришлось перемещаться по специально построенным дорожкам. Площадь Святого Марка в Венеции во вторник погрузилась под воду. По словам специалистов, высота прилива составила 93 сантиметра. В связи с этим было принято решение не активировать систему защитных барьеров «Моисей». Вместо этого полиция построила на площади специальные пешеходные дорожки, чтобы туристы и местные жители могли ходить, не замочив ног. Некоторые, правда, предпочитали гулять по воде в специальной обуви. Сезон высокой воды в Венеции, как правило, наступает осенью и зимой. В некоторые дни уровень моря поднимается настолько, что затоплены оказываются многие части города и туристические достопримечательности. По словам специалистов, наводнение вызвано комбинацией нескольких факторов – от аномально высоких приливов, усугубленных глобальным потеплением, до постепенного снижения уровня почвы под городом. Последнее сильное наводнение в Венеции произошло в 2019 году. Уровень моря поднялся почти на 1,5 метра, город был затоплен на 70%. По оценкам экспертов, ущерб составил более 1 миллиарда евро. Аргентинские экологи и спасатели во вторник спасли молодого горбатого кита, застрявшего на отмеле недалеко от Буэнос-Айреса. Для помощи животному был использован экскаватор. Больше информации в сюжете далее. Молодой самец горбатого кита вечером в понедельник оказался в ловушке на пляже Ла-Лусила-дель-Мар на востоке Аргентины, примерно в 60 километрах к юго-востоку от Буэнос-Айреса. Млекопитающее заметили местные жители, которые оповестили об этом власти и морских зоологов. Спасательная операция началась утром во вторник и продолжалась несколько часов. Члены команды пытались сдвинуть с места животное длиной почти 8,5 метров и весом около 7 тонн. В какой-то момент была даже задействована тяжелая строительная техника. В конце концов, операция увенчалась успехом. Во время прилива спасателям удалось подтолкнуть кита в сторону открытого моря. Дальше он поплыл самостоятельно. Как именно животное оказалось на мели, неизвестно. У сети общественного транспорта Стамбула появился живой талисман. Он же новая достопримечательность самого большого города в Европе. Как это связано друг с другом, выясняли наши коллеги. Пассажиры спешат на паром, который курсирует через Босфор. Среди них один из самых известных любителей общественного транспорта в Стамбуле. Он деловито забегает на палубу, правда, не заплатив за проезд. Знакомьтесь, это Боджи. Пес, который каждый день путешествует по разным уголкам самого большого города в Европе. А еще
местная знаменитость. 2 месяца назад мы заметили собаку, которая пользуется нашими трамваями, метро и электричками. Пес явно знает, куда идти, выходит на определенных остановках. Он нас заинтересовал, поэтому мы начали за ним следить и обнаружили интересную закономерность. В день Боджи совершает десятки поездок на общественном транспорте. Он посещает как минимум 29 станций метро, а отдельные вояжи длятся до 30 километров. Узнать это удалось благодаря чипу GPS в ошейнике. Мы считаем, что он любит Стамбул, и ему нравится путешествовать. А еще он следует правилам. Когда открываются двери, он сначала выпускает выходящих пассажиров. В метро есть желтые линии, за которые нельзя заступать в ожидании поезда. И эту рекомендацию он тоже никогда не нарушает. Судя по данным GPS, больше всего Бодже нравится историческая линия трамвая в Стамбуле. По ней курсируют ретро-вагончики. Именно там Бодже проводит больше всего времени. Городской метрополитен даже создал аккаунт в Инстаграм для собачки. В него выкладывают фотографии, которые присылают жители Стамбула, встретившие Бодже в разных уголках города. Подписчиков у него уже более 50 тысяч. Кстати, его кличка переводится как «тележка». Имеется в виду элемент ходовой части железнодорожного вагона. Ведь, судя по многочисленным снимкам, именно под стук колес Бодже спится слаще всего. Семейство кукольных персонажей, созданных для улицы Сезам и других проектов, называют «Маппеты». Впервые в истории они снялись в фильме ужасов. 8 октября выходит специальный выпуск «The Muppet Show», приуроченный к Хэллоуину. Подробности расскажет Роман Чуриков. Не бойтесь ничего, кроме всего. Обычно подобные фразы не ассоциируются с Muppet Show, но все бывает впервые. Спустя 45 лет после первого самостоятельного появления на экранах лягушонок Кермит и мисс Пигги снялись в специальном выпуске для праздника Хэллоуин. Правда, вопреки норме, на этот раз они появляются только эпизодически. Главные же роли впервые в истории шоу у великого Гонза и королевской креветки Пеппер. По сюжету они проигрывают спор и должны провести ночь в доме с привидениями. Там их поджидают духи бывших жильцов, бугимен, могильщик-садист и хрустальный шар мисс Пигги. Знаете, сначала я была не уверена в том, что весь этот проект хорошая идея, но потом вдруг поняла, что исполнять не главную роль не так плохо, ведь остается больше времени на массаж. К тому же не так важно, что я почти не появляюсь на экране. Все равно знают, кто самая яркая звезда. Фильм «Особняк с привидениями», именно так называется специальный выпуск, проделал долгий путь, прежде чем попасть на экран. Шоу на Хэллоуин задумывалось еще создателем «Маппетов» Джимом Хенсоном. После его смерти в 90-м году реализовать задумку попытался его сын. И вот, наконец, хоррор-дебют марионеток готов к премьере. Специально для него композиторы Эд Митчелл и Стив Моррелл написали 3 новые песни: «Покойся с миром», «Загробная жизнь» и «Танго с петлей на шее». При этом главная звезда шоу уверяет, что слишком страшно не будет. Мы попытались соблюсти баланс. Иногда вам будет жутковато, иногда нет, порой смешно, а местами это вообще мюзикл. Так что всего понемногу, но нашей целью не было напугать детишек до смерти. В эпизодах традиционно снялись и настоящие актеры. Среди них Ивет Николь Браун, Даррен Крис и Уилл Арнетт. А для Эда Аснера роль призрака оказалась одной из последних перед смертью. «Особняк с привидениями» загрузит на Disney+ 8 октября. А вскоре соответствующий тематический аттракцион появится в Диснейленде. Возвращаемся в республику. В железных дорогах Якутии рассказали об особенностях расписания на октябрь и ноябрь. Минувшим летом шли работы на перегоне Аям-Золотника Дальневосточной железной дороги с целью увеличения пропускной способности. Строился второй путь, поэтому раз в 4 дня этот перегон закрывался.
Возникла проблема проезда до Иркутска, Благовещенска и Владивостока. Чтобы ходить в этих направлениях с периодичностью через день, поезда ходили раз в 4 дня и раз в 8 дней. Данные работы продлены на октябрь и ноябрь. Как и летом, они будут проводиться раз в 4 дня. В эти дни поезд из Нижнего Бестяха будет курсировать только до Нерюнгри. Но в остальные дни вагоны беспрепятственно будут проходить до Благовещенска и Владивостока. Более того, с октября вагоны из Нижнего Бестяха до Благовещенска и Владивостока будут ходить через день. Россияне потратили перечисленные соцпособия на смартфоны. Участники рынка отметили необычный всплеск продаж смартфонов в третьем квартале года. Даже учитывая, что этот подъем является сезонным, показатели оказались значительно выше прошлогодних. В частности, аналитики указали, что россияне активнее всего скупали девайсы среднего ценового сегмента по 15-20 тысяч рублей. Помимо соцвыплат на детей, пенсионерам и военнослужащим, эксперты сочли факторами роста продаж начала учебного года и обновления модельного ряда ведущими производителями. Эксперты отмечают, что аналогичный подъем продаж фиксировался в июне-июле 2020 года. Именно тогда президент России поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей. Проект «Умные недели» запущен в Якутске. Так, Российское общество знания совместно с АГИКИ организует для студентов института, Якутского художественного училища и Якутского колледжа культуры и искусств арт-школу «Культура и искусство». Мероприятие приходит с 7 по 8 октября. О программе школы расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Она на прямой связи со студией. Саргалана, приветствую, ждем подробностей. Приветствую, Валерия. Сейчас я нахожусь в Арктическом государственном институте культуры и искусства, который стал основной площадкой действия арт-школы в рамках проекта «Умные недели» в Якутии. Программа мероприятий довольно обширная. Это и лекции, и мастер-классы, и практикумы, и многое-многое другое. Для удобства программа была поделена на треки. Это кино и сценическое движение, танцы и культура, история искусств. Так, например, сейчас за этой дверью проходит лекция актера дубляжа, режиссера и сценариста и он рассказывает студентам об кино российском, отечественном и зарубежном. Так, например, в конце лекции были озвучены вопросы студентов. Такие вопросы, как ТикТок, заменит ли ТикТок кино. Подробнее о том, как же удалось организовать проект здесь, в Якутске, нам рассказал первый проректор АГИКИ. Предлагаю послушать. Вот, в частности, один из первых проектов, который был предложен, это «Умные недели». Они были организованы и начались с июня месяца. Более чем 60 регионов. На сегодняшний момент в 55 регионах прошли такого рода встречи, которые проходят сегодня у нас здесь, в Якутске. И получилось так, что как раз культура и искусство направление, оно пришлось на сентябрь-октябрь месяц. Ну и, наверное, очень благодатная почва – это Якутия, да, потому что у нас здесь сохранилась и национальная культура, и вообще надо отдать должное нашим руководителям нашей республики, что они сохранили культуру в том виде, которой она была еще в старое время. Конечно, много вопросов у студентов возникло по поводу феномена якутского кино, о российском кинопроизводстве, о бюджете. Также на других этажах проходят и другие треки, но подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Ну а пока на этом у меня все. Валерия. Спасибо большое, Саргалана. Я напомню, что с нами на прямой связи была наш корреспондент Саргалана Неустроева. Прибывшие на МКС члены 66-й экспедиции актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров поделились своими эмоциями во вторник, отметив чувство нереальности происходящего.
Прибывшие на МКС члены 66-й экспедиции актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров поделились своими эмоциями, отметив чувство нереальности происходящего. Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто здесь уже живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю. Клим Шипенко добавил, что все происходящее для них с Юлией было шоком во всех смыслах этого слова. Но это был приятный шок. Мы рады прибыть на МКС и рады, что нас так тепло встречают. И сейчас будем осознавать. Осознавание того, где мы находимся, сейчас, я думаю, придет со временем. Со своей стороны космонавт Антон Шкаплеров похвалил Юлию и Клима за помощь во время проведения необходимых технических работ в ходе полета к МКС и стыковки и поделился своими впечатлениями о полете до станции. Мне понравилось, что это был для меня наиболее быстрый полет до станции, то есть 23 часа. Было довольно быстро, небольшая заминка была в конце, но действовали, как нас учили в центре подготовки космонавтов. Подготовка участников основного и дублирующего состава съемочной группы фильма «Вызов» проходила в течение 4 месяцев. Планируется, что кинематографисты проведут на орбите 12 дней, 10 из которых будет отведено на съемки первого в истории полнометражного художественного фильма в космосе. Якутский фильм «Белый пароход» прошел отбор Минкультуры и вошел в резерв на госфинансирование. Министерство культуры опубликовало итоговый протокол 3-го этапа отбора игровых дебютных проектов, претендующих на получение субсидий с федерального бюджета на производство национальных фильмов в 2021 году в игровом кино по направлению «Дебютные фильмы». Якутская кинолента «Белый пароход» режиссера Инги Шепелевой прошла отбор из 54 проектов и включена в резерв на получение госфинансирования. Всего субсидии получат 11 проектов, в резерве находится еще 14. «Белый пароход» может стать первым в России углеродно-нейтральным фильмом и запустить процесс экологичного производства кино в России. В Мирнинском городском парке проходит зонирование. Территорию парка делят на пространства, на которых в будущем возведут культурные и спортивные объекты. Архитекторы ищут новые варианты обустройства. Как на наполнение парка могут повлиять жители алмазной столицы, расскажет Карина Лопатина. Сейчас навесы как раз вот эти делают, трибуны там будут, площадки. Пока навесы, трибуны, площадки лишь набросаны на бумаге, но в будущем они дополнят самое популярное место отдыха в Мирном. За последние 13 лет он кардинально изменился, и городские власти продолжают преображать место. Мы всегда готовы какие-то предложения еще получить, услышать. Например, на нас вышли экологический центр «Алроса», чтобы там организовать аллею экологов. Да, вот они ее начали делать, установили скульптурную композицию с рябинкой, посадили рябины, елочки, вот, ухаживают за ними. Идеи, связанные с озеленением, предлагали и некоторые горожане. Считают, в парке обязательно следует посадить вечно зеленые деревья и кустарники, а владельцам животных не хватает боксов, в которых они могли бы выбрасывать пакетики для выгула собак. И это еще не все. Мне, например, не очень устраивает то, что площадка не оборудована на самом деле по стандартам международным. Нет оборудования для уборки нормального, то есть бумажные пакеты, бумажные лопаточки. Вот. И само покрытие площадки. Бетон разрушился на дорожках. Песок с растениями, с семенами обычно посыпают такие площадки. Вот. Этого нет. Для взрослых, конечно, бы вот у нас в Новосибирске у пенсионеров сделаны очень хорошие тренажеры в парках. Сюда можно было бы добавить. Для детей, конечно, побольше бы развлекательных каких-то вот моментов таких, как аттракционы, потому что, скучновато. Мне кажется, Сергей, вот, где стоял, вот, это наши предки там ставили. Мы же это должны знать, откуда мы родом. И наша культура, там все стоит на Сергее. И там даже на рисунке вот есть Сергей. Это тоже что-то значит. И поэтому, мне кажется, Сергей должен быть именно в культурном месте. Привести в порядку зону СРГ недалеко от монумента первооткрывателям алмазных месторождений хотят и городские власти. План развития парка утвержден. Согласно ему, место отдыха поделят на 9 зон.
На них построят летний амфитеатр, ротонды, установят перголы. Для детей сделают веревочный парк и детскую железную дорогу. А возле парковки обустроят кафе. Пока в Мирнинской администрации занимаются поиском инвесторов. Постройка всех объектов в первую очередь зависит от финансирования. Предложения по обустройству от жителей принимают в мэрии. К слову, стройка в парке идет и сейчас. Рабочие занимаются возведением спортивной площадки. Напомним, на средства Ауроса здесь появится место, где можно будет сыграть в стритбол, пляжный и обычный волейбол, а также позаниматься на тренажерах. Карина Лопатина, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Сотни медуз приплыли к причалу морского вокзала Одессы. СМИ сообщают, что почти все медузы в воде принадлежат отряду корниротов. Их представители самые крупные в Черном и Средиземном морях. Некоторые особи могут достигать до 30 сантиметров в диаметре и иметь любую расцветку от молочной до синего с красноватым оттенком. Такое большое количество медуз обусловлено минимальным количеством видов рыб, которые едят фито- и зоопланктон. Таким образом, они активно поедают планктона, что способствует их быстрому росту и размножению. Осенью прошлого года в акватории одесских причалов наблюдалась аналогичная ситуация. Сегодня знают об этом наверняка все. День рождения празднует президент Владимир Путин. Главе государства 69 лет. Мы тоже не можем пройти мимо этого события и вместе со всей страной присоединяемся к поздравлениям. А чем еще запомнится день сегодняшний, расскажем далее. На календаре 7 октября и в этот день празднуют День образования штабных подразделений МВД России, День библиотекаря в Армении, День гражданской авиации Кыргызстана. По народному календарю в этот день отмечается память Феклы Иконийской. На Руси на Феклу женщины садились прясть, это сулило удачу в домашних делах. Оттого святую назвали запредальницей. Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать, поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а молодые девушки гадали на суженого. Приметы. Если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето. На стол подавали грибы, жарили их с картошкой или пекли пироги. В этот день дата основания Томска. В Англии запатентована первая копировальная бумага. В Онтарио открыты залежи серебра. Первые 100 женщин приняты в Оксфордский университет. День образования Германской Демократической Республики. Космический аппарат Луна-3 впервые совершил облет Луны. В СССР принята Брежневская конституция. Пост номер 1 в России перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата. Родились в этот день Григорий Елисеев, основатель первого российского акционерного банка. Иван Петров, советский художник, мастер батальной живописи. Владимир Путин, президент Российской Федерации. Руслан Нигматуллин, российский футболист и вратарь. Андрей Капралов, российский пловец, чемпион мира и Европы. Именины празднуют Андрей, Виталий, Василий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фёкла. В Нерюнгри начался период гололеда. Каждую осень падающий снег днем тает под воздействием еще плюсовых температур, а вечером из-за похолодания превращается в лед. Наледи же, как правило, становится причиной травматизма пешеходов и случаев ДТП. Как с ними борются в Нерюнгри, подробнее в материале Тамары Игнатьевой. Сначала перепады температур, потом первый снег, устойчивые холода и начинается. Пропадает дорожная разметка. Куда ни глянь – лед. Большая часть нерингринцев уже подготовили зимние вещи и, переобувшись в теплую и удобную обувь, смело передвигается по городу. Ходим нормально, тротуары посыпаны, все хорошо. Да, аналогично. Каждый год гололед. Но я здесь сюда временно приехала, поэтому я здесь осторожна как-то. Часто слишком не выхожу. Скользко очень, посыпают очень редко. Это сезон, это Якутия. И у нас бывает такое. Нет, мне не скользко, потому что вообще, во-первых, дороги всегда посыпаются, ходить нормально. Главное, аккуратно просто быть и носить обувь хорошую, и все будет тогда в порядке. Гололед становится частой причиной случаев падения. Иногда они приводят к серьезным последствиям – от сотрясения мозга до переломов. В период с 29 сентября по 5 октября 2021 года в Иркутскую районную больницу в связи с травмами, такими как вывихи, растяжения, переломы, связанные с гололедицей, обратилось 75 человек. Из них взрослое население 50 человек,
и детское население 25 человек. На очистке дорог, внутриквартальных проездов и пешеходных переходов в городе задействованы 3 подрядные организации. И еще одна работает по распределению противогололедных материалов. На линию выходят 3 единицы спецтехники, 1 по отсыпке отсевам и 2 по очистке дорог, кварталов и пешеходных переходов. Естественно, мы обращаем особое внимание на социально значимые объекты, как то больницы, школы, детские сады, спуск в Старый город, выезд на Серебряный Бор, на Беркакит. Большие проблемы у нас существуют еще очистки снега возле самих домов. Здесь, к сожалению, не справляется со своими обязанностями управляющая компания. Также гололед становится частой причиной дорожно-транспортных происшествий. И Нерингринский район не исключение. После первых осадков многие, не успевшие переобуть свои авто, теряли на них сцепление с трассой. С 29 сентября по настоящее время на территории Нерингринского района зарегистрированы 9 дорожно-транспортных происшествий, 3 из которых зарегистрированы на федеральной автодороге Лена. Остальные в пределах населенных пунктов и межселенных автодорог Нерингринского района. В одном дорожно-транспортном происшествии 1 человек получил травмы различной степени тяжести. По прогнозам, в ближайшие 9 дней погода останется переменчивой, но уже в середине октября начнутся настоящие морозы, и город покроет толстым слоем снега. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Что касается погоды на сегодня в крупных городах Якутии. Так, в Алдане сегодня снежная погода, температура воздуха -1 градус. Вечером и ночью -3, ветер от 2 до 9 метров в секунду. В Нерингри сегодня пасмурно, возможно снег, температура воздуха днем -1 градус. Вечером 5, ночью -7 градусов. Ветер слабый 1 метр в секунду. В Ленске снег, температура воздуха днем -1, вечером и ночью тоже -1 градус. Ветер от 5 до 6 метров в секунду. В алмазной столице картина похожа с Ленском. Также снег. В Мирном сегодня -1 градус. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. Вечером и ночью температура воздуха 0 градусов. Ну и в столице республики синоптики сегодня обещают пасмурную погоду. Вечером возможно снег. Днем +2 градуса, вечером и ночью похолодает до -2. Ветер от 3 метров в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба. На этом это пока вся информация. Спасибо, что прошедший час провели вместе с нами. Всего доброго и до свидания.